Баймакский район Республики Башкортостан. Его образовали в 1930 году, и он один из крупнейших районов в регионе. Расположен Баймакский район на юго-востоке Башкортостана. Граничит с Бурзянским, Абзелиловским, Хайбулинским, Зилаирским районами республики, а также с Оренбургской и Челябинской областями. Административный центр Баймакского района – город Баймак. Его население – 17,5 тысяч человек. Всего в Баймакском районе 57 тысяч жителей и 92 населенных пункта. Район активно участвует в республиканских и федеральных программах по благоустройству. Один из результатов – Парк Победы в Баймаке. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Ох ты. В прошлом году 17 миллионов. Ольга Владимировна здесь приезжала. Мы с Институтом развития общественного пространства в тесном контакте все это отработали и получили. Молодцы, мне очень нравится. Ради Фариш, опять-таки, халық мына, это сейчас мало. Вечером здесь дети гуляют, играют. Активность концерт, или ничего не делаете? Не делаем. Просто прогулка. Прогулка, пешая прогулка. И вот дети, и родители, и молодые мамы здесь прямо наслаждаются. И столько отклика было. Ошайма йокма. Хамагат. Хамагат. Ошайма мындай. Әсей боларақ, өлесей боларақ һеҙгә рәхмәт һүҙҙәрен әйткем килә. Бик шатмын һеҙҙе үҙебеҙҙең Баймак ерендә күреүегеҙгә. Мин дә үҙем шатмын ашларны күрергә. Менә былтыр бер йыл элек ошо ҙур ғына территорияла бейек ағастар, баштарында ҡарға ояһы, асты тулы мусор. Уже мәктәп балалары сығып гел генә шуны талартыр ине. Хәҙер менә ҡарағыҙ, ниндәй матур, ниндәй рәхәт. Прям йәнебеҙ ҡыуана инде. Мин Баймакларға хәҙер бик шатмын. Беләсегеҙ, менә конкурс бара бит, федеральный конкурста. Булар еңделәр. Тағы сезнең менә центральный мәркәзне шунда матур итеп эшләләр. Һеҙгә рәхмәт. Менә бит һеҙҙең ярҙамығыҙҙы тоябыҙ. Федераль программаларға район инәбеҙ инде, ҡала инә, шуға һеҙгә эш күп әле, яйлап монда матур итеп. Поддержка өсөн, ярҙам булғыҙғаның өсөн. Халыҡ ҡыуана. Бына минең әле малайым, менә ҡыҙым Сибайҙан килгән как раз бөгөн ошонда йөрөй. Әйҙә барайыҡ, унда күңелле, анда рәхәт дип сығып киттек бит инде. Әргә була ул һәйбәт, мәктәпкә лә, үҙебеҙҙең өйҙәр ҙә яҡын постоянно ошонда. Малайымды ҡайтарып алып булманы. Шул тиклем ҡыуанабыҙ. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Рәхмәт. Администрацияға ҙур рәхмәт. Рәхмәт. Сау булығыҙ. В Баймаке, наверное, никогда не было. Никогда не было. Ради Фариш, когда мы первую детскую площадку резиновую основу мы сделали, народ просто был удивлен, как говорится. Народ был удивлен. Когда Ради Фариш, это вот стелла, она была такая захламленная, распущенная. В рамках этого же проекта мы его сделали. Молодец, мне очень нравится. Да. Вот этот в 17 миллионов. 17 миллионов вложился. Вот здесь вот надо деревья только посадить побольше, наверное, да? Мы здесь засадим. Вот, Ради Фариш, бында бер ағас яқша өстімен, гел мусорный акация шел вақты якын алды. Вот сейчас голубые ели привезли, прижились. Я вот, как говорится, молился над ними, лелеял их. Прижились. Их там нужно очень готовить, яму. Да. Прям очень серьезно. И все мероприятия, касающиеся 9 мая, Победы и так далее, мы проводили здесь. И вот последние 16 годах уже здесь невозможно было проводить из-за того, что она до такой степени была запущена. Ну, не скрывая, будущим мэром города я задался в своей половине Баймака, своей родной, где я родился и живу, как говорится, делать. И это вот это центральная, получается, памятник, наверное, да? Вот где возлагаете венки на 9 мая, да? Вот на 9 мая возлагаем здесь, и вот около администрации, Ради Фариш, мы выезжали, там стелла была тоже центральная. Центральное мероприятие у нас проходит именно там, в центре, поэтому здесь мы выдавались. А вот здесь вот что будет фамилия, да, или как? Или... Здесь будет фамилия. Вот еще стенды есть, эти сами конструкции. Там будут расставлены наши ветераны, участники и так далее. А вот здесь вот фамилия просто еще сделаете, получается. Хорошо.
Мне нравится, да. Вот для этого, вот надо подумать о том, чтобы вот такие небольшие парки, они были максимально в разных, вот такая вот детская площадка. С другого конца города сюда не будут проезжать. Вот, опять-таки, разделяю ваше мнение, мы никуда не денемся. Именно когда здесь появились детские площадки, здесь парк появился. Теперь тот поселок Подгорный раньше был. Они просят, наверное, Они там. просят. Да. Мы там уже общественную территорию им определили, и инициативу мы уже запустили. Они готовы это делать. А мы... Рафич, а можно спросить Фаниса Габдрашитовича? Да. У вас форма, детки, смотрю, вот в форме. Форма в школах или так? Нет, пока не виден у нас, да. Единой формы пока нет. У нас 6 районов пошли на это. 6 районов. Они пока... Тут торопиться не надо. Это нужно... Родители, если согласны будут, и если сами захотят. Одна из проблем – в Баймаке нет крытого ледового катка. Местные хоккеисты активно участвуют в разного уровня соревнованиях. Только тренируются спортсмены в соседнем Сибае. Мечтают о своем льде и фигуристы. Глава Башкортостана Ради Хабиров знает о проблеме. Білек спортсмендар, Бір тренер. бөлек кетірген бізге мына шул проектіне. Бара ма? А командалар бола ма? Командалар көп. Бар ма? Әлі қоя ойнайсыңыз? Әлі паркта біздің Открытый. Открытый, да. Сибайға жүріп. Сибайға үйребедім. Хумбулайны себайда, после 9 Біздің капитан команда. Хоккейный. Мен де өзім башланы майдан конерға. Мартидач, давай расскажите, а потом мы тогда обсудим. Вот давай по проекту, чтобы. Ага. Главное фильтр проекта, если он, потом я добавлю, если Здравствуйте. можно. Ага. Давайте. По указанию Госстрой РБ нам было поручено проработать возможность проектирования строительства малобюджетной ледовой арены для города Баймак. Совместно с администрацией из 3 площадок, которые были рассмотрены, выбрана, на мой взгляд, самая идеальная. Все сети рядом, практически водопровод, газопровод, напорная канализация и даже ТПшка. Допускаю реконструкцию ТПшки до увеличения объемов. Совместно с экспертизой и опять-таки Госстроем мы взяли за основу ишимбайский проект, прошедший экспертизу из регистра. Да. Но посчитали целесообразным его сократить. Мы убрали 2 этажи, проблемы с лестницами, с маломобильными группами населения. Мы сократили вестибюльную группу, потому что сразу было сказано, трибун не 500 мест, у нас всего лишь 138. И мы располагаем их симметрично. Небольшая вестибюльная группа. Далее мы сделали возможность ночной лиги. То есть на ночь отделяется, есть раздевалки для спортсменов, тренажерный зал, врачи, инвентарные. То есть ночная лига функционирует, и они уже готовы приехать на открытие. Уже так волей-неволей уже я созвонился. Все, здорово, в Баймаке приедем на открытие. Поделимся с администрацией, сыграем. То есть металлокаркас, сэндвич-панели, немножко украшательства, но это не самые большие пусть деньги. немножко, да, да, будет, да. Где-то витражи, где-то входные группы. Это экспресс-проект, предпроектной проработки. Очень быстро, но мы готовы сделать. На цену, которую нам заявлено, 200 миллионов, постараемся уложиться. В России тоже разные такого рода фоки, да? Ну, там опять снеговая нагрузка, все меняется. Мы решили лучше, вот у нас башкирский проект есть, его уменьшить, и гораздо лучше получается. Ну, сэндвич-панели, там нефтекамские Да, можно да, сделать, да. мы там соберем. Так, хорошо. Поле стандартное. Бара ма, Место расположения, вот прямо вот здесь видим, вот оно местоположение, мы его видим за нашей А где оно будет стоять? Может, Получается, внутрь зайти надо, А, ну сейчас, чтобы закончить Да. это. Вот, смотри, мы здесь стоим сейчас. Ага, а будете где стоять? Вот прям буквально занимаем 2/3 участка и оставляем до техникума еще хорошее комфортное расстояние. Здесь будет парковка, уже сказала администрация. Вроде Ну всё тут получается. мы, поскольку экономим, тут зала нету маленького, да? Есть маленький зал тренажерный, есть, да? согреться команде, вот тренажерный вот зал. есть всё-таки, И ага. рядом стадион Труд. А, ну да. Все как бы 100 метров как бы разминулись, но перед игрой можно здесь Да, чуть да, все-таки, потренироваться. чтобы... Немножко администрации, немножко маломобильные туалеты, прокат, заточка. Ну Но да. очень много инженерных, но это требуется и Да. холод, и тепло, и вентиляция тройного уровня. То есть это будет Вот я бы быстрее. просил, чтобы в этом году вы уже на фундамент зашли. Построим. Ну это и рекордные сроки в Да, некотором да. смысле В принципе, будут. это большие сроки. Ну, короткие очень будут сроки. Короткие сроки, Мы да. будем стараться под него. Давайте вот такой план делаем. Хорошо. Так, как поручение мое надо оформить, так, ну, о строительстве сделать. И, ну, тогда вот давайте построим. И в целом мы считаем, этот проект потом может стать Да, типовым да, да. для Мы же малых городов в и нескольких сел. хотим его поставить. Ну, Ага. Но ради экономии в каком-то регионе можно сделать канадскую площадку. Мы сэкономим везде по чуть-чуть. Бортики, лед, хладоагрегаты. Здесь пока мы Ну, идем на КХЛ 60/30.
Да и надо, небольшая экономика. Все-таки давайте так, как у нас КХЛовские правила все-таки. Ну, так типовой будет для всей республики, может, потом. Ну, пойдем посмотрим, где я хотел, как он стоит. Здравствуйте. 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 Вот так вот поперек будет стоять. А, вот здесь вот, да? Все будет занимать, да. А, вот вид так. Ну, они заходить оттуда где-то, И отсюда. оттуда сзади вход тоже хороший. Да, задний вход будет, и фронт будет смотреть сюда. На основной вестибюль мы сюда ориентируем. Ну и хорошо, молодежь оттуда будет сюда ходить, правильно? Да, конечно. Да, все. Тот микрорайон, скажем так, сюда будет ходить, это однозначно стадион. И А от центра далеко здесь? здесь Да. километр 800 где-то. А, ну все, да, ну это пройдут. Это хорошее место. Это, в принципе, шаговая доступность. Баймак, в условиях Баймака считается шаговой доступностью. Коммуникация есть, все есть. Ну, сразу мы уже начинаем. Давай договоримся, Марат Федорович, вы мне скажите, когда первый трактор сюда зайдет? 1 ноября, 1 декабря. Я просто себе отфиксирую и все. В ноябре. В ноябре, да? 15 ноября, вот для себя контрольный поставьте. 15 ноября начало работы. По второму пути. Они-то пораньше начнутся все равно. Вы пока все равно здесь ковыряться на счетчик, а пока трактор поставите, там будет. Учитывая, что ледовая арена появится, мы сюда начинаем искать инвестора, чтобы гостиничный комплекс поставил здесь. У нас с этим Ну, это Баймаке смотрите, сложно, да. А в Баймаке вообще гостиница есть? Есть, но частные, ну, слабенькие. Слабенько, да? Мына шулай. Анда теге милли күрәш секция бармы? Кем үткәрә? Мына был дигит. Директор Директор ФОКа беден. А мәктәптә менә программа бар бит, оештырган. Ике залды кисәгеле принимать итәләр. Кисәгеле принимать итәләр, карап. Мин Баймакка менә бүген китердем менә 3 сертификаты. Сез миңа кешене бирегез, менә тренер. Безнең программа сельский тренер бар бит. 600 мең бирәм. Ну, ул авылда эшләргә тиеш. Шәһәрдә түгел, халыкта түгел. Авылда. Минем 3 сертификат бар. Ана уже сезнең финансовый образование белән табыгыз бер икәнне. Бирегез миңа, яме? Оформя. Но менә тимәстә кайда таги, күсәдә кайда. Ну, үзе карагыз кая. Дура улар шул булсын. Милли көрәш миңа. Ике милли көрәш булсын. Берәүсе үзегез карагыз. Милли көрәш безнең По боксу. Тренер беден по боксу. Дегет, пожалуйста, менә. Менә фаркы юк. Менә кем әйтәсегез, менә 600 мең, менә уже сельский тренер килә. Договорились? Тогда, значит, сформулировать надо так, что должен мне представить кандидатуры по программе сельского тренера 3 человека. Срок сегодня у нас 10, но срок до 1 октября он должен быть. Да, вы не спешите, дайте потом, чтобы они попали и так далее. Так не не дай спорт триллера бар. баскетбол, Беден баягы шторм. Шторм команда ретінде. Привозка федеральный округта 2-3 орынды алып бердилер. Беден калдар бар. бокс менә кызлар чемпионы России битендә. А гимнастика менә кызларга өчен юкмы? Гимнастика юк. Может быть, бер кызны тапсагыз, шул националь сельский тренерга. Бай сертификат буенча. Шул кызларга бит инде көрәш кирәкме? Бокс кирәк. Радифариш, бunda каток булдыйны без даже фигуристы хотели бы видеть. Они будут у нас. Ну, Это я точно. Ну, менә безнең планлар пока шулай инде. Банда Ледовый дворец, хәзер Тимәстә тоже фок төзебез. Хәзер барабыз да тоже карайбыз. Бассейнами. Ну, азактан типовой проект эшләйбез. Миллионов за 10-15 на фок ауларга, бүтән ауларга эшләтә. Как бы модульный маленький. Модульный. Ну, пока теге мәктәп булганда, мәктәптә бар бит инде спортивный зал. Менә эшләр керек, чтобы спортивный зал, мәктәп ябыла. Ну, иреләр килсен теге ночная лига. Ой, эшләп тә килә. Ул бездә эшләп килә, ул бер зал шайтып. Эшләп килә и эшләсәк тә ул, потому что ул залда төзүгә саны битендә эксплуатировать надо, тотынырга, файдаланырга керек. Ну и шахматы керек. Шахматы безнең күстегенә. Танса көрнө бергә еш кына килә. Юк, шахматы ул теге программа бар бит, взлетай. Ул буенча бара. Программа взлетай, мәктәптә. Шахматы булып шашны булып безнең яхшы эшләй. Ну, менә шуны әйтергә белгән. Менә сертификат берем. 2 объект төзим. Калган һез эшләйсегез. Балалар белән шөгыльләнеп, ну, балалар спорт секцияга килгәндә, менә без, ну, душе спокойно сагында.
Біздің Аламалыққа кірмейлер, Ай. машат матур. халық біздің әудем дәрреу көтерілділер бар. Момент спорт дегендей. Спортты А. өрі. Ну, мен өткен ел келген мында. Мен Баймактны қошықмаған еді. Өнеген сен. Иә. Ну и мына таза қазір тоже потихонечку. Анда конкурсный еңді кезбейтін білесіз, конкурсный. 5 миллион. Баймакта никогда такого не было. Район не видел. На ветер перемен, это вот развитие общественного пространства. 85 миллионов. Все, в 2021 году к исполнению. Әдек фотошлегер. И 15-де Салат Юлаев. Кем для него? С кем играет Салат Юлаев? Авангард? Нет, 13-го играет. Торпеда. Сейчас. Значит, 15-го с кем? С Торпедо? Да? Торпедо. Я вот приглашаю вот спортивную делегацию. Посмотрите сами. Возьмите тренеров, возьмите ваших ребят, кто занимается. Ну, здесь характер. И 15 человек на матч в Уфу. Доставку организуйте. Успешен. В мою ложу туда приходите, вместе поболеем. Хорошо. Договорились? Детей, Ладно? спортсменов, тренеров. Хорошо. Ну, здесь характер. Вот давайте. Кунака Сакрам. Аулы. На благоустройство дворов Баймаку в рамках республиканской программы «Башкирские дворики» в 2020 году выделили 14 миллионов рублей. Важное условие главы Башкортостана Ради Хабирова – проекты необходимо согласовывать с жителями. Здесь сделали парковку, я так понимаю, да? Там парковки. прибрались, причесали, да? Ага. А ремонт подъездов здесь сделали? Обязательно. То есть сразу, Синхронизировали. да? Здесь всего, значит, 42 квартир, 6 подъездов. Все они получили. Вы здесь живете? Да. Ну как? Замечательно. Нравится? Очень. Получше стало? Не то, Пенсионер. то, что получили. Раиса Яковлевна. Да, неузнаваемо изменился наш Двор, наш подъезд. Очень спасибо большое вот за большое такое. спасибо вам. Крыша не течет, все остальное нормально, да? Тут Значит, по крыше занимаемся. крышу наверное, тоже надо, да? Капремонт кровли, мы его включим обязательно. В этом году Ради Фарич Беляев, когда приезжал, был предложение, скажем так, рекомендация его включить, но мы за счет этой кровли можем перекрыть все остальные на ближайшие 2-3 года. Поэтому как-то пошагово идем. А так вот за это лето сделали, да? Все? Да. У нас ремонт подъездов в 16 подъездах, это в 5 многоквартирных домах. Вот здесь разметка, наверное, еще Обязательно, сделаете. То есть обязательно. там будет мягкое покрытие, ну, чтобы дети не падали. Мы здесь 30 лет тут живем, такого не было. А вот сейчас вообще это радостно. Это детский смех, детские разговоры, крики, вот эти прям душа. Пока пусть соседи вам завидуют. Но мы и туда придем, и дальше придем. Мы все дворы решили сделать. Займет время немного. Фарич, один случай, когда вот ниже сейчас мы смотрели, видели, то есть когда ехали, детскую площадку построили, дети с того дома, этих детей не пускали туда. Это наши типа такое. Теперь мы вот здесь построили, как-то этот размерно будут. Везде вот так вот сделаем, чтобы дети переходили. Ну, конечно, молодежь пусть живет, она хорошо, красивая, это в хороших условиях. Это... Конечно. И дети должны спокойно бегать, играть. Мы все Вот они все вот высыпали, целый день, наверное, играют, да, здесь? Ой, получается? целый день нет. Домой не загонишь, да? Не загонишь, нет, это я на площадку пойду, я пойду. Ну ладно. Спасибо за такую поддержку. Вам спасибо. Газонная трава, все это отработается. 26-го в рамках акции «Зеленая Башкирия» обязательно здесь посадка будет. Жильцами договорились. Значит, пирамидальные тополя будут и рябину, калину посадить. А вот они сами просят, да? Да. У вас, наверное, сосна не очень приживается, да? Да, не очень. Не очень, А вот это вот мягкое покрытие, вот это все, наверное, сделает, да? До 4 сантиметров. А вот там вот дальше что будет? Вот тут пустырь у вас, а с ним что дальше будете делать? Вот за ним. Дальше так будет потихоньку, благоустраиваться в рамках... Как говорили, синхронизация есть. От периферии то есть уходим, вы- периферии уходим, да. Вот, то есть отсюда вы пойдете вот туда вверх, вон там дома еще есть, и вот туда уже на следующий год, да? Да. Ага. Здесь В рамках выделенных гострансом 5 миллионов, вот здесь уже начали мы забордюривание, тоже Ради асфальтирование, Фарич, тоже вот эти 5 синхронирование. миллионов бик вакытлы ярдам болды, помощь. Вот это. Я же говорю, у нас около 30 и более лет не видели. Вот эти дома, вот внутри кварталку здесь заасфальтированы. Подрядчик определен, да, конкурентные мероприятия прошли, мы закроем. Успеете, да? Успеем. У нас СИЗО позволяет. Ну как вот вообще вот эта программа, как вам? Очень хорошая Очень программа. хорошая, да? Ну, спасибо вам.
по всей команде, что поддерживаете всегда. Да, помогает здорово. Потому что, мне кажется, вот эта программа, вот прям человек вот прям в душу заходит. Потому что, Да, особенно если правильно с ним обсудить, его мнение узнать, как он хочет, 2 раза к нему прийти, посоветоваться, а потом сделать вот так вот. Конечно, это хорошо. Интересные моменты, когда в прошлом году, в 17 году и в 18 году построили башкирский дворик. Народ в администрацию начал ходить. А когда у нас сделают, когда у нас сделают, ну вот когда это у нас хорошо. дворе, вот это интересно. Мы эту программу сокращать не будем. До 2024 года мы хотим, вот, ну, подавляющее большинство, во все, пока, ну, посмотрим, как с деньгами. Вообще я хотел в 2024 году основное количество дворов все закрыть. Но вот посмотрим, как сейчас по деньгам. Но все равно каждый год вы там 2-3 дворика будете делать. Ради Фарич, еще основа из основ или такое заключение, что народ бережно начинает относиться. Да. Бережно. Они ценить начинают, они сами сторожат, скажем так, вот таким моментом. Ну, я гляжу, и вы научились делать. И люди соревнуются уже между собой. да. Они просят, соревнуются. До свидания. Подъезд, посмотрим. Давайте подъезд посмотрим. Я так понимаю, окна поменяли везде, да, чтобы... На евроокна поменяли. Здесь уже по просьбе жильцов начали орнамент наносить. А граффити у нас, кстати, да. Подъезды вот в этом году, второй год Вот здесь скамейку поставите, да? Обязательно скамейки будут, урны будут. Ух ты. Двери все поменяли. Так, а вот это что не прячете? Это РУС. Зайдет, обязательно сделаем. Ну, они сделают, да, чтобы вот это один... Очень важно, чтобы... Ради Фарич, мы их приглашали, информсвязь вытаскивали и работа как... ну вот. Борис Курмашев. Вот он, значит, нарисовал портрет генерала Шаймуратова на фасаде дома и Адигама Алибаева, полного кавалера Ордена Славы. Давайте вот этот подъезд подавайте на конкурс. Вы только доделаете. Хорошо. Тоже еще поддержим. А вы художник по образованию, да? По образованию, да. А что заканчивали? Академический искусств, художественное отделение. А здесь с кем вообще работаете? Ну, здесь по договору. Свободный художник, то есть, получается. Да? Свободный художник. Вот вы его забираете, пусть и детей Он учите. наш земляк из деревни Зелима. Он наш? Вот все, значит, рядом, да? Да. Ладно. Рахмат. Спасибо. Рахмат Фарич. А какой подъезд был, когда зашли? Убитый, наверное? А? Подъезд, когда зашли, убитый, наверное, был, да? Ну, первый, да. Когда Ну, первый раз. я имею в виду до ремонта. Да. Сейчас Стены, это вообще, наверное, это, что было и что сейчас, это Со дня вообще... строительства этого дома ввод в эксплуатацию. Ремонта не было. Вообще не было. Частичный Я такой вот сама косметический в этом ремонт. подъезде живу, прям Да. вообще глаз радуется. Гульнара сама, общественница, молодец сама. На вас земля и держится. Спасибо. Доделать только. Разметку, Да, траву даже не посадить, там что еще сделайте.